На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. 3 года позади, 7 лет впереди. Неделю тому назад указ подписан президентом Российской Федерации. Внесены очень существенные изменения. Чего добилась и чего ждут от национальной политики, узнал Дмитрий Аренин. Новые технологии для газовой отрасли. Этот камень будет размещен около нового цеха. Какое оборудование для СПГ-проектов будут выпускать в Казани, знает Анна Городнова. Предприятия не соблюдают технику безопасности. Бывает, эксплуатируются краны, которые не прошли экспертизу промышленной безопасности. На сколько миллионов они оштрафованы и за что именно, расскажет Салават Ухмадулян. Пожарная тревога в детском саде номер 283. Не паникуем, тихонечко встаем со своих стульчиков, задвигаем и идем в раздевалку. Как сотрудники МЧС обучают дошколят пожарной эвакуации, узнал Ленар Геннатуллин. Больше позитива, больше инициативы с мест. Сегодня на Совете при президенте Татарстана по межнациональным отношениям обсудили результаты нацполитики. Как доложили, более 80% татарстанцев считают ситуацию стабильной. При этом работа в этой области требует ряд новаций и должна будет идти в русле обновленной российской стратегии, утвержденной недавно Владимиром Путиным. Какие изменения грядут, расскажет Дмитрий Аренин. Какие результаты национальной политики в Татарстане можно судить по данным социологических исследований? По ним более 80% жителей республики положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, а более 90% никогда не сталкивались с ущемлением прав по национальному или языковому признаку. Как отмечают, этому способствуют республиканские программы. На них ежегодно выделяют более 300 миллионов рублей. Строятся и реставрируются десятки храмов и мечетей. Ассамблея народов Татарстана за последние 3 года в 2 раза увеличила число своих представительств. Сейчас это более 200 организаций. За истекший период в республике проведено 27 комплексных социологических исследований. Населением в целом положительно оценивается состояние межнациональных отношений. Вы видите, что доля таких людей от 77 за последние 3 года до 84%. Вместе с тем, это не должно нас расслаблять. Межнациональный мир и согласие – очень тонкая материя. Что делать, чтобы не нарушать эту гармонию, сегодня прозвучало много предложений и поручений. Понятно есть, да? Но потом уже, я знаю очень много казахов, которые наш канал смотрят. Так речь зашла о работе телевидения, в том числе федерального. И здесь Рустам Минниханов отметил, что в новостях, в погоне за сенсациями, не следует забывать и о позитиве. Чаще показывать примеры созидательных свершений. Покажите что-нибудь хорошее в то, что происходит в нашей стране. Показать надо добрых людей, хороших. Показать предприятие, да? Положительным примером может стать и инициатива с мест. Так, на совещании жительница Елабуги попросила президента отремонтировать местный дом дружбы народов. Рустам Минниханов призвал районных чиновников решать такие вопросы самостоятельно. Научитесь сами работать, коллеги. Домашнее задание вы можете нам готовить, но это должны быть серьезные проекты. Ну еще одно здание привести в порядок. Сейчас обновлена и федеральная стратегия. Документ на минувшей неделе утвердил Владимир Путин. Так по нему больше внимания уделят изучению языков и сохранению традиций народов России. Как отметил Минтимир Шаймиев, это как раз то, что в республике ждали. И то, что было по языковым проблемам в Йошкар-Оле. Потом, значит, то, что разговор был и высказывание президента Российской Федерации в Машуке. Ведь все это же выстрадано. И, по сути дела, все мы переживаем, потому что изрекать истину очень сложно в наше время, особенно по таким межнациональным вопросам и по языковым проблемам. Это как нельзя прекрасный документ. Сейчас стратегией этим указом, неделю тому назад, указ подписан президентом Российской Федерации, внесены очень существенные изменения. Я уж не самый удобный человек, но у меня нет претензий к этому документу. У меня есть поддержка по всем основным, значит, изменениям, которые внесены. В соответствии с общим планом страны на уровне республики районов разработают свои стратегии. Какие-то предложения, возможно, будут полезны федералам, и их возьмут для всероссийского воплощения. Дмитрий Аренин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
В Татарстане будут производить оборудование для газовой промышленности. Сегодня на заводе «Казань-компрессор-Маш» заложили камень в основании нового цеха. Проект позволит оснащать строящиеся заводы сжиженного природного газа высокотехнологичным оборудованием и решить проблемы импортозамещения. С места события Анна Городнова. Закладка первого камня состоялась. Ваши аплодисменты. Вот так символично Рустам Минниханов и председатель совета директоров «Газпрома» дали старт строительству нового комплекса. Завод «Казань-компрессор-Маш» будет выпускать крупногабаритные роторные и статорные детали. Отечественное оборудование для строящихся заводов сжиженного газа сейчас как никогда востребовано на российском рынке. И самое главное – это импортозамещение. Вот санкции, они заставили нас думать, каким образом мы можем противостоять этому. Да, мы можем, вот видите, самые современные технологии. Развитие СПГ-проектов – это не только строительство заводов и совершенствование транспортной инфраструктуры, внедрение современных технологий, а это и развитие машиностроительной отрасли, то, что мы вот наблюдаем сегодня здесь, в вашей республике. На церемонии и будущие сотрудники. Благодаря проекту появится 300 новых рабочих мест. Новый цех начнут строить вот на этом пустыре, по соседству с другими корпусами завода. Общая площадь более 15 тысяч квадратных метров. Планируется, что первые детали завод начнет выпускать в 2020 году. На заводе сегодня полный цикл производства. От изготовления деталей до сборки, упаковки и отправки поставщикам в страны ближнего и дальнего зарубежья. С открытием нового комплекса, уверены, здесь завод выйдет на новые рынки. Там будут 5-координатные станки, уникальное оборудование будет. То есть там будет термоконстантный цех, где будет поддерживаться температура, все. Поэтому это шаг вперед. Машины больше будут, которые более мощные. Рабочие места, во-первых, появятся. Надеюсь, зарплата увеличится. К 2035 году мировой спрос на сжиженный природный газ удвоится, говорили позже на совещании. В стране будет создана абсолютно новая отрасль СПГ с отечественными технологиями. Вопрос СПГ, который мы сегодня обсуждаем, он в корне может поменять топливный баланс и изменить экологическую ситуацию. Вообще в городах, населенных пунктах. В Татарстане готовится программа развития рынка до 2030 года. Это и строительство комплекса по сжижению природного газа, перевод транспортной техники на газ, ввод новых заправочных станций. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Они работают в крупнейших IT-компаниях мира и рассказывают об истории своего успеха. Сегодня на чемпионате Digital Skills стартовала деловая программа. Это площадка для общения между мастодонтами IT-индустрии и начинающими профессионалами. Среди спикеров руководители Яндекса, разработчики компании Apple и другие. Почему для поколения Next цифровизация – это не будущее, а уже настоящее, расскажет Сергей Хайдаров. Я проработал почти в десятке компаний, таких как Рамблер, Яндекс, Amazon, AWS. Список в трудовой книжке Алексея Драля внушительный. Говорит, в сферу IT попал благодаря стройке. Его прораб оказался еще и айтишником. Теперь Алексей владеет собственной консалтинговой компанией и делится историей успеха. Я доволен тем, что я занимаюсь, и я вижу очень много перспектив и интересных задач. Вот, соответственно, нужно дать людям возможность понять, что из себя представляет такая работа, как предприниматель, или что из себя представляет работа разработчика. Идея была в том, чтобы сделать самообразование доступным для каждого, где бы они ни находились. А это Филипп Захарченко. 8 лет он впервые взломал операционную систему на компьютере. Что интересно, в этом же возрасте ее и восстановил. Сейчас ему 18, и он разработчик Apple. Официально. Не верится? Просто россиянин выиграл специальный конкурс, и его пригласили в США. Съездил на конференцию, дал там интервью вместе с Тимом Куком. И в следующий раз мне захотелось еще раз поучаствовать, хотя я знал, что прецедентов среди российских школьников не было. В итоге российский школьник побеждал в этом конкурсе трижды. Об этом, пожалуй, мечтает большинство программистов планеты. И подобных историй сегодня молодые профессионалы услышали не меньше десятка. Этот мотивационный форум, по словам организаторов, даст новое развитие всей индустрии. Для айтишников это формат массовой подготовки таких новых цифровых работников, он состоялся. И это, наверное, главное достижение, что получилось. Качество любой индустрии измеряется объемом выручки и экспорта за рубеж. Как говорит глава Минсвязи, экспорт IT-услуг из России приравнивается к сельскому хозяйству и продаже вооружения. Более 10 миллиардов долларов по итогам прошедшего 2017 года, 2018 год еще будут подводиться итоги, экспорт из России.
В развитии IT неплохо продвинулся и Татарстан. Экспорт за пределы республики составляет около 30 миллиардов рублей. Львиная доля принадлежит резидентам экономической зоны Алабуга и Иннополиса. Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Аварии с башенными кранами и неработающие лифты. Эти и другие проблемы сегодня стали темой публичных обсуждений в Ростехнадзоре. В этом году они оштрафовали предприятия Татарстана, МРИЭЛ и Чувашии на 72 миллиона рублей. Почему падают башенные краны, выяснял Салават Мухаммадуллин. Мамочка, он падает! Многотонный кран снесло ураганным ветром. Это жилой комплекс столицы. Никто не погиб чудом. 5 июля – Высокая гора. Кран на базе грузовика завалился на бок. Апрель и снова столица. Кран упал в сантиметрах от стены гостиницы на улице Тукая. Так подъемные машины на стройках падают с завидной регулярностью. Сейчас в республике работает больше 20 башенных кранов, и нарушения здесь выявляют регулярно. Краны перед началом работы должны принимать с участием инспектора. Сейчас предприятие просто не предъявляет краны, начинает работать, монтирует башенные краны. Вот это вопрос. Бывает, эксплуатируются краны, которые не прошли экспертизу промышленной безопасности. Вот основные такие нарушения. Ну, редко, но бывает вопрос, обычно аттестованного персонала нет. И, кажется, проверки и штрафы ситуации не помогают. Только за 9 месяцев этого года предприятия Татарстана, МРИЭЛ и Чувашии штрафовали на 72 миллиона рублей. Сегодня те, кто проверяет и кого проверяют, провели публичные слушания по вопросам правоприменительной практики. Самое главное – это недопущение аварий, несчастных случаев на производстве. И вот именно здесь мы проявляем свою жесткую позицию. Именно здесь мы как раз работаем в части правоприменительной практики, в части административных привлечений к ответственности. Так предприятия узнают о новых правилах, а Ростехнадзор с каждым годом снижает количество плановых проверок. Салават Мухаммадуллин, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Как действовать во время пожара, должны знать даже дети. Для этого спасатели регулярно проводят уроки, имитируют задымление, проверяют сигнализацию и даже эвакуируют малышей. Как воспринимают такие учения дошколята, увидел Ленар Гинатуллин. У нас идет занятие, и поэтому мы с вами не разговариваем. Это обычный рабочий день для Ляли Мухаммадиевой. Она воспитатель в детском саду номер 283. На занятиях с ребятами готовятся к школе, но и про пожарную безопасность не забывают. В любой момент готовы к эвакуации. Внимание! Сработала система пожарной сигнализации. Тихонечко встаем со своих стульчиков. Пожарная тревога хоть и учебная, но для дошколят все по-настоящему. Искусственное задымление, мгновенная эвакуация и спасение пострадавших. После эвакуации, чтобы дети не замерзли на улице, их отправляют в пункт временного размещения. Такой должен находиться возле каждого образовательного учреждения, но если вдруг помещение рядом не оказалось, то сотрудники МЧС снимают с маршрута любой ближайший городской автобус. Он прибывает на место пожара в течение 10 минут для дальнейшей эвакуации детей. Сегодня автобус не пригодился. Пункт временного размещения находится рядом с садиком. Там, если есть пострадавшие, им окажут помощь, а дети останутся дожидаться родителей. Сегодня мы провели занятия в детском садике номер 283 Приволжского района, в ходе которого посмотрели на действия руководства и персонала дошкольного учреждения. И в целом я могу сказать, что занятия провели мы грамотно и, самое главное, правильно. Сегодня 124 человека покинули горящее здание за 8 минут. Одного человека спасатели эвакуировали через окно. Всего было задействовано 5 единиц техники и 53 спасателя. Ленар Гинатуллин, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Привлекать граждан к охране популяризации исторических памятников. Если каждый не почувствует это своим делом, то результата будет очень и очень мало. Об открытии общественного совета по культурному наследию Юлия Муратова. Возможно, все. Безграничные таланты и силу духа женщин с инвалидностью увидела Вероника Гайнутдинова. Восстановить исторические поселения и некрополи, сделать их доступными для туристов и привлечь волонтеров. Сегодня эти и другие вопросы обсудили на Общественном совете Республики по охране культурного наследия. Напомним, что новый орган создан в конце прошлого месяца. Сюда вошли профессиональные археологи, историки, архитекторы и реставраторы. Говорили о программах по сохранению исторических памятников, объектов деревянного зодчества и захоронений. Они нуждаются в реставрации, а другие в развитии и популяризации. К решению проблем привлекут граждан. Свои инициативы может предложить каждый.
от местного населения, от того, как мы сформируем, и будет многое зависеть. Потому что если только на государство положиться, конечно, без государства нельзя, но, понимаете, если каждый не почувствует это своим делом, то результата будет очень и очень мало. В Арске появилась первая в России пилотная система «Умный город» в сфере ЖКХ. Она создана на базе сети МТС для интернета вещей. Вот на этом мониторе в онлайн-режиме показывается расход электричества и воды по каждой квартире. Соответственно, эту информацию мы можем отдавать в управляющую компанию и доводить до каждого жильца. Дистанционная передача бытовых данных и наблюдение за состоянием двора в режиме онлайн уже не в будущем. Это часть пилотного проекта «Умный город» на сети NB-IoT компании МТС. Площадкой для его реализации стал один из домов в городе Арске. Мир шагает вперед. Мы не имеем права отставать. Город Арск тем более не имеет права отставать. Поэтому, я думаю, жители наши поддержат. И вот в таком пилотном проекте мы решили поучаствовать одним домом. Дом новый. Здесь сотрудники компании МТС установили камеры, а на счетчике специальные модули для передачи данных. Так показатели расхода воды, тепла и электричества отправляются коммунальным службам. А цифровое видеонаблюдение покажет, когда вывести мусор. И это только часть возможностей зоны умного города. Компания МТС впервые, первым из российских операторов построила НБТ-сеть в России, и одним из первых городов и регионов, точнее говоря, развития была Республика Татарстан. Система, которая в данном случае собирает данные, она будет обучаться и будет являться более эффективной с каждой последующей инсталляцией. Уникальный проект, реализованный компанией МТС, стал первым не только в республике, но и в России. Возможно, в будущем его захотят внедрить и другие регионы страны. Зарина Ахметова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Арск, Казань. Праздник, к ним приходят клиенты Акбарсбанка, готовятся к новогодним праздникам. Банк готов помочь каждому, чтобы их Новый год прошел на высшем уровне. Как? Об этом далее. Чего хотят мужчины? Андрей Паренко к Новому году задумал купить гараж. Да вот беда, немного не подрасчитал. За помощью пришел в банк. Сами понимаете, конец года, расходов очень много, и денег не хватает. Решил все-таки взять потребительский кредит. Обратился в Акбарсбанк. Андрей не первый и уж точно не последний, кто идет сюда как раз перед Новым годом. С потребительским бумом на технику, одежду или, к примеру, отдых справится потребительский кредит. В Акбарсбанке можно будет взять кредит на любые цели. У нас выгодная кредитная ставка, чтобы вы могли порадовать себя и своих родных в этом Новом году. Мы решили с мужем и сыном на новогодние каникулы поехать за границу. Мы не совсем подкопили денег, поэтому мы решили обратиться в Акбарс и взяли потребительский кредит. Выплаты там небольшие. Сейчас такой ажиотаж на меховых ярмарках, что я не смогла удержаться и решила купить себе шубу, хоть до этого не планировала. Благодаря кредиту от Акбарсбанка это стало возможным. Огромное ему спасибо. Держателям зарплатных карт банка есть и привилегии. Им получить кредит еще выгоднее. Школьный треугольник. Этику отношений педагогов, учеников и их родителей сегодня обсудили на республиканском интернет-собрании. Его участниками стали все районы. Напомним, в конце ноября соцсети взорвала аудиозапись словесной тирады педагога в адрес школьника из Бугульмы. За месяц до этого преподаватель накричал на ученика в Челнах. Почему, по мнению родителей и педагогов, конфликты участились? Смотрите сюжет об этом в нашем вечернем выпуске новостей в 21:30. Стихи для Деда Мороза, подарки и нарядные костюмы. Сегодня в Театре кукол «Икият» прошла традиционная новогодняя елка для детей-сирот. В этом году впервые на праздник пригласили ребят из малообеспеченных и многодетных семей и детей-инвалидов. Благотворительную елку организовало объединение женщин-депутатов «Мурхамед Милосердие». В хороводе 250 детей со всей республики. Я сегодня коровка. Хочу подарки получить от Деда Мороза. Я очень жду Новый год. Это мой любимый праздник. Поскорее бы он наступил. Хоть медведь я небольшой, очень громкий голос мой. У меня так много сил, что я жутко. Сильные духом сегодня в Казани выбрали жемчужину Татарстана. Это конкурс для женщин с инвалидностью. Они ежедневно себе и другим доказывают, что ограниченные возможности – это возможности без границ. Подробности у Вероники Перед
Перед выступлением репетиция, обязательно макияж и никакого волнения. Рейля Саддинова приехала за победой. Жюри будет покорять не только вокальным талантом, но и собственной силой воли. Вяжу игрушки интерьерные. Занимаюсь спортом, академической греблей. Стараюсь вести активный образ жизни. За девушку приехал болеть и глава ее района. Все смотрим на нее, да, и мы учимся жить. А это группа поддержки Ильмиры Газизулиной. Она приехала из Челнов. Девушка успевает работать в международной компании, учиться в институте, рисовать картины, готовиться к конкурсу и строить планы на будущее. Мечтаю я создать семью, посетить Испанию. Несмотря на недуги, на проблемы, на нездоровье, они не сдаются. У них столько силы воли, столько мужества. Многие из них со своими проблемами потом звонят, обращаются и, самое главное, получают помощь. В этом году «Жемчужина Татарстана» проводится в 5-й раз. За эти года участницы исполнили свои мечты, прыгнули с парашютом, обучились новым профессиям, нашли работу и вышли замуж. «Жемчужина Татарстана» только одна, но каждая из участниц уже победитель. Ведь они доказали, что ограниченные возможности не приговор, а главное – это безграничные способности, талант и сила духа. Вероника Ганудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Казанцы встали на лед. Сегодня в парке Черное озеро открыли каток. Организаторы строили ледовую площадку около 2 недель. Она считается одной из самых больших в России. В эти минуты на открытии находится наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сергей, здравствуй, добрый вечер. Расскажи, какая атмосфера царит там, на Черном озере, и какие сюрпризы приготовили организаторы. И громко, и дружно. Если вам понравится песня Зарина Вильданова. Да, привет, Алексей. Что ж, действительно, к своей радости я нахожусь сегодня здесь, в парке Черное озеро, где уже прошло торжественное открытие большого катка. И хочу сказать, что атмосфера здесь сегодня царит просто невероятная какая-то, как будто Новый год уже наступил здесь, в парке Черное озеро. Вы смотрите, какой довольный народ здесь катается. Огромное количество людей пришло. Прямо сейчас уже тестируют вовсю каток казанцы. Перед ними мастер-класс. Да, вот такие вот паровозы очень дружные пускают. Ну и прямо сейчас давайте услышим эмоции горожан от сегодняшнего праздника. Очень все нравится, круто. Очень нравится. Настроение хорошее, сразу понимается. Музыка, цветомузыка, ретро. Лед хороший, атмосфера очень такая, душевная атмосфера. Лед отличный, очень горячо, надеюсь, мы его не растопим, но постараемся. Замерзла. Настроение огонь, правда? Огонь, по мне видно. Ну что ж, прийти в парк Черное озеро и покататься на коньках может абсолютно любой желающий. Единственное, за что здесь вам нужно будет заплатить, это за аренду коньков. И причем цена очень демократичная: 100 рублей дети, 150 рублей взрослые. Более того, парк работает каждый день до 22:00. Единственное, что нужно сделать, это вспомнить перед выходом сюда на каток о том, что здесь есть технический перерыв, и он длится с 15:00 до 16:00. Ну что ж, пока у меня это все, Алексей, передаю слово тебе, а сам иду уже тестировать этот каток. Спасибо, Сергей. Это было включение с Черного озера. Наш выпуск на этом завершен. Больше новостей читайте на наших страницах в соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Ну а сейчас о погоде на завтра. Я же прощаюсь до следующего выпуска в 21:30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Финал 4 в Казани. Сегодня в центре волейбола за Кубок страны начали борьбу 4 команды. «Зенит» Казань, «Зенит» Санкт-Петербург, «Кузбасс» и «Факел» разыграют второй по значимости национальный трофей. Наша команда – действующий обладатель Кубка, с которым не расстается с 2014 года. Без казанцев не обходится ни один финальный раунд Кубка России, начиная с 2007 года. До нынешнего момента «Зенит» принимал решающие игры турнира лишь однажды. В 2011 году в столице Татарстана прошел финал 8. Тот опыт был неудачным, в четвертьфинале казанцы уступили Белогорью. Сейчас команда Владимира Олекна постарается не упустить свой шанс.
Казанский «Акбарс» тем временем подписал контракт с форвардом Евгением Савиным, бывшим футболистом. Нападающий будет выступать за казанскую команду под номером 99. После окончания профессиональной карьеры в 2015 году спортсмен занялся комментированием футбольных матчей, в том числе и игр чемпионата мира по футболу. В 2018-м снялся в эпизодической роли в картине Данилы Козловского «Тренер». Выступает как видеоблогер на YouTube. Сегодня Евгений Савин уже провел тренировку с командой. В мелочах сказывается и видно, что «Акбарс» — это топ-команда. Все на самом высшем уровне, в раздевалке, по экипировке, по всяким по тренировочным нюансам. Поэтому чувствуется, что прям уровень high-level. А в это воскресенье творческие команды республики сразятся на чемпионате по мини-футболу. Татароязычные коллективы вступят в борьбу за переходящий кубок в 3-й раз. Среди участников команда ведущих, певцов, татарских радиостанций, театров, а также журналистов. Сотрудники нашей телекомпании ежегодно в числе фаворитов. 8 команд сначала сразятся в группах, дальше их ждут матчи на вылет. Турнир под названием «Микрофон» стартует 16 декабря в 9 часов на площадке спорткомплекса «Ахбуре». И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Температуры по республике немного понизились, местами также наблюдаются осадки. Более подробнее о погоде после небольшой информации. В Новый год с новой кухней. Успейте заказать кухню вашей мечты в Данил Мастер с новогодней скидкой 20%. Приходите. Казань, Восстание 23. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, местами возможен снег и 8 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге местами снег, подморозило до -9. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске переменная облачность, синоптики обещают 10 градусов со знаком минус. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтасе также местами возможен снег и 11 градусов. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном сохраняется облачная погода с прояснениями. Конечно же, без осадков не обойдется и 8 мороза. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями, временами снег, 8-10 градусов со знаком минус. В последующие дни сохранится такая же погода. Тонтана – новый банкетный ресторан в Казани. Вкусные халяльные продукты и красиво украшенные залы. Банкетный ресторан «Тонтана» – идеальное место для проведения национальных торжеств, никаха и юбилеев. Казань, Декабристов, дом 8. Телефон 297 11 11. Тонтана. Озанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Дневные температуры 8-10 мороза. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 88%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться с проблемами позвоночника и суставов, без операций и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазмолифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности, без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль, запишитесь в «Доктор Ост».